Жаптапур лежит Дандана Эльвира Америка Гач. Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. В декабре и январе месяце мой муж работал в штате Вайоминг, Колорадо, в штате Монтана, и в штате Саут-Дакота, Южная Дакота. Все эти штаты горные. И зимой особенно, когда снег, а иногда снег с дождем, ветра 150 км в час, все это усложняет работу водителя грузовика. И тут я снова хочу вам напомнить о безопасности вождения. Я снова показываю вам, что может произойти, если ехать особенно пустым прицепом, пустым трейлером. При таком сильном ветре мы предпочитаем стоять, несмотря на простой, ибо жизнь дороже любых денег. Для того, чтобы обезопасить себя, у моего мужа на телефоне установлены несколько приложений, которыми он пользуется в течение дня. Это The Weather Channel, канал погоды, и также приложение Storm Shield. Если перевести, это получится щит от штормов. Вот информация с последнего приложения. Чем темнее окраска, тем сила ветра сильнее. На дорогах электронное табло будут вас предупреждать о состоянии погоды и самой дороги. I-80 или же Interstate 80 начинается в штате Нью-Джерси, то есть от Атлантического океана, и заканчивается в Сан-Франциско, Калифорнии. Эта дорога также проложена через всю страну. Говорю я вам это, потому что когда накрыла нас метель, мы были на этой дороге в штате Вайоминг, в городе Шайан, и нам снова пришлось остановиться. Мигающие огоньки, электронное табло предупредили, что дорога закрыта, и все это контролировали полицейские. Некоторое время следующего утра дорога была все так же закрыта, и вы видите скопление грузовиков на этой автотрассе. Чуть погодя, дорога была открыта, и все были рады продолжить свое путешествие. Проезжая эти горные штаты, можно увидеть диких антилоп. Или зубров, бизонов, принадлежащих кому-то. И также стадо диких оленей. Одним словом, природа этих штатов завораживает своей красотой.
Но всегда нужно помнить о безопасности. И если ваши тормоза отказывают, то вы обязаны использовать эти построенные рампы не только для вашей безопасности, но и для безопасности окружающих вас водителей грузовиков и легковых автомобилей. Такие рампы в Америке бывают разные, либо ведущие в горы, либо построенные из песка и гравеля, то есть построенные на сложных участках дороги. Они глубокие, и поверьте, вашу машину или же грузовик остановит очень быстро. Такой рамп вы сейчас видите. Рохел Лазаро Агилера Медерос, 23 года, водитель грузовика без судимости, не последовал тем правилам безопасности, то есть не использовал эти рампы, а их на его пути было несколько. И случилась авария, которая унесла жизнь 4 человек, и еще 6 были ранены, за что судья штата Колорадо дал ему 110 лет. Эта новость шокировала всю страну. Свыше 4 миллионов человек заступились за него через сайт change.org, и срок спустил своим авторитетом данным Конституции штата Колорадо губернатор штата Колорадо. Со 110 лет он спустил до 10 лет. На суде он плакал, просил прощения у людей, которые потеряли своих любимых, и что он очень сожалеет о случившемся. Думаю, что его случай будет уроком не только ему, но и всем нам. А это я показываю проверку офицерам транспортного департамента штата Вайоминг. Муж успешно прошел и эту проверку, за что мужу добавили снова один раз $25 и 2 балла по безопасности. Безусловно, эти баллы будут учтены при повышении ему зарплаты. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, распространяйте мое видео. Кто еще не подписался на мой канал, подпишитесь. Берегите себя и своих, и помните о безопасности всегда и везде. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Тау ончамаланда ишанем таланда келшен моен видео лайкам шанда шидамундо. Кода зашонамаждам шара за моен видео. Ке эша возалтын огыл, возалтса моен каналышке. Аралза шкиндам, даешдам, чыла вере и эртак. Лиза тажада пиалан, тендандын элиен Эльвира Америка гычын.